Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Реалити. Сегодня 7 марта 2022 года, 20 часов 1 минута по Берлину и 22 часа 1 минута по Джохару соответственно. Приветствую вас, друзья, еще раз. И у меня снова радостные, хорошие новости для вас. Так, давайте поприветствую я вас по нашей традиции. Мою рідну Украину зараз бомблять расисты-варвары. Лана Войц. Держитесь, Лана, вы победите. Неуловимый Джо, ассаламу алейкум, ассалам Машлу Масерга, ва алейкум ассалам. Дима Бимбан, ва алейкум ассалам. Людям доброй воли. Дякую вам, Нехочуха. И вам того же Исаак Шмулевич. Да, Джохар был великим умом чеченской нации. Жаль, не уберегли мы его. Это да, Исаак Шмулевич. Наталья Коваленко. Привет из Харькова. Держимся, не пройдут. Слава Украине. Героям слава, Наталья Коваленко. Наталья Коваленко. Вот как раз здесь есть человек, тоже когда-то проживал в Харькове. У него мама там. Если можно, он вам может сам напишет, если сейчас смотрит. Ну, комментарий он написал, по крайней мере. Свяжитесь друг с другом, как-нибудь, может, можно узнать, в какой его мама. Он сам живет не в Украине, поэтому, если можно, напишите, как спешитесь, если можно. Заранее благодарю. Так, мы опять подвисаем, да, я так понимаю. Так. Ассаламу алейкум, ассаламу серга ури, ва алейкум ассалам. Сварог. Все русское навсегда к черту. Всем салам, маршал Асамбек, ва алейкум салам. Який гарний казак, дівчата в захваті. Кос Костя. Дуже дякую, Кос Костя. New Horizont, ассаламу алейкум, слава Україні. Героям слава, ва алейкум ассалам. Дякую за подтримку. Всегда, пожалуйста, Костя. Вышиванка просто бомба-ракета, говорит Альтаир Ибн Али. Баркал. Держим строй. Доброго вечера, шановні. Говорит, Нехочуха, Машал Масарга, он и комментар. Машал до Масарга. Ну, ситуация, конечно же, она не такая, как в мирное время. Конечно же, война это плохо. Мы все это понимаем. Гибнут не только оккупанты, гибнут украинские защитники, мужчины и женщины. Но более того, чаще всего гибнут женщины, дети, гражданское население, старики. Плюс огромное количество людей переживает страшный шок. Война это очень страшно. Я об этом всегда говорю. Кто видел войну, тот никогда не захочет, чтобы эта война была. И кто знает, что это такое война. И тот стресс, тот шок, который переживают люди, он ничем никак не измеряется, но из-за этого появляются потом последствия, болезни, люди умирают молодыми, люди умирают от разрыва сердца. На самом деле такие смерти тоже очень часто бывают на войне у гражданского населения. И в этом смысле, конечно, это ужасно, то, что сейчас происходит в Украине, и мы нисколько, у нас нет повода радоваться. Но с другой стороны, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И я не понимаю, почему Путин сделал этот шаг. Я не думал, что он пойдет на это, но, видимо, человек имеет свой план какой-то действий. И этот план, он скорее всего будет самое невероятное, что только возможно.
Вот он обязательно это придумает и сделает. И сейчас ситуация на фронтах у нашей страны намного лучше. А в перспективе, в будущем, то у русских нет никаких шансов победить Украину. Потому что даже убив Зеленского, даже посадив туда Януковича или еще какого-нибудь свою марионетку, это не значит, что помощь Украине прекратится. И самое главное, это не значит, что украинское сопротивление прекратится в принципе. Но мы будем наблюдать, будем поддерживать и освещать эти события. Так, давайте еще ваши комментарии. Ассаламу алейкум, Аслан, фраза в заголовке вроде звучала по-другому. Бог поднял Россию с колен и поставил Асланакинец. Да, Аслан, вышиванка тебе к лицу. Дякую, Вальдемар, дякую. Данкишон, как говорится. Так, добрый вечер, гарна вышиванка, Оксиген Гоу. Дякую. Эту вышиванку мне подарил украинский боец, который здесь в Гамбурге лечился. Он был ранен, их было несколько человек, мы их навещали. И вот мне подарил вот такую вот вышиванку, один из них. И я ее с гордостью одеваю по особым случаям. Так, давно ее не одевал, но сейчас вот настало время ее одеть. Так, Машвойль, Са, Турпалвош и так далее. Все остальные берзды. Всем доброго времени суток. Леди Ой-Ой, Маш. Добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла. Машвойль, Фриман, антиводинизм. Тойзен, ассалам алейкум, ва алейкум ассалам, Тойзен, Машвойль, Шаверга, Машвойль. Виснем, да? Зависаем? Вроде у меня сейчас уже не виснет. Я еще не до конца выздоровел, но уже чувствую себя хорошо, поэтому несколько дней, видите, вакцина все-таки от Pfizer помогает. Вот я уже практически на один день буквально чуть-чуть вкус даже не то что пропал, изменился, и я уже отлично себя чувствую. Так что вот такие вот дела. Поэтому сегодня мы обсудим ситуацию, связанную с событиями в Украине. В Украине идет уже 11 с 24 числа, 11 день войны, 11 тысяч уничтожено оккупантов, фашистов. Очень много техники уничтожено, очень много сбито самолетов, очень много сбито вертолетов. Но горе то, что гибнут мирные люди, гибнут лучшие из лучших сыновей и дочерей Украины. Это большая, конечно, утрата. Но нету ни одной страны, у которой нет своих героев. И эти герои, эта страна становится сильной, гордится своей историей благодаря этим людям. Они незаметны в обычной жизни, они простые люди, но когда приходит время, они выходят, встают на защиту своей страны, своего народа, своих принципов, идеалов и отдают за это жизни. Вечная память всем погибшим, скорейшего выздоровления раненым и скорейшего окончания этой войны желаю я Украине. Но при всем при этом Украина пережила страшные времена совместной истории с фашистской Россией. Мы знаем, что были голодоморы страшные в Украине. Миллионы людей убивались для того, чтобы покорить этот народ. И сейчас фашисты в лице Путина, Федорова, Патрушева и других, Шойгу, Герасимова и других преступников не остановятся ни перед чем.
Они много готовы убить людей, но захватить города, покорить Украину им как раньше уже не удастся. Со всего мира едут люди, которые готовы помогать Украине, сражаться вместе с ней. Идет помощь непрекращающаяся. У нас в Гамбурге собирается много помощи. Митинги проводятся в поддержку Украины. И мы очень надеемся, что и будем, конечно же, дальше всячески поддерживать Украину и не дадим сойти этой помощи на нет. Ну, у этой стороны есть еще другая сторона, да, нападающая сторона, которая тоже несет потери, и эти потери несопоставимо большие потери по сравнению с теми, которые несет Украина. Как я уже сказал, 11 тысяч уже фашистов уничтожено, и при всем при этом экономическая сторона вот этой войны для России будет просто колоссальной просто. Буквально через несколько недель россияне обнищают полностью. Курс доллара, фондовый рынок не открывается, на которых устанавливается цена доллара и евро, так как есть вероятность, что просто все рухнет. Но уже курс 158 за доллар сегодня был, 168 рублей за евро. И это только начало. И будет и 200, и 300, и полностью крах всей экономики. Из России уже вышли сотни просто компаний. И самое главное, знаете, что даже не столько сами санкции, это как снежный ком, который катится с горы, все больше и больше увеличивается компаний, которые присоединяются вот этой санкционной политике. И не обязательно им говорят, им даже не запрещают им заниматься бизнесом. В России некоторые компании, многие, даже больше, чем которые по требованию государства включились вот в эти санкционные дела против России. Многие иностранные компании просто из солидарности, из-за своих принципов выводят все, что только возможно из России, все свои бизнесы, все свои активы. И скоро они уже переходят, правда, на свои смартфоны. Мы знаем, конечно, какие у них смартфоны. Это помним, просто для сравнения, если вы помните, был видеомагнитофон «Электроника». Помните, за которого там квартиру чуть ли в Москве давали, или в Грозном, ну тогда, по-моему, одинаково стоили почти квартира, что в Грозном, что в Москве. И вот до этого уровня, эта электроника полностью была скопирована, как сейчас этот iPhone, но он не функционировал, постоянно накрывался, там, ломался и так далее. Его после каждой, или даже каждые 15 минут нужно было промокашкой, такой салфеточкой тоненькой, протирать головку нужно было. Потом там какая-то специальная такая большая головка была, кассета вставлялась вот так и опускалась, если вы помните, старшие моего возраста люди все это, наверное, помнят. И нужно было каждый раз протирать. И это только касается вот видеомагнитофона, или касается сейчас этого телефона, смартфона. Крах России, экономический крах России, фактически мы наблюдаем исторический момент. Нужно фиксировать, запоминать, сохранять видео, фото, разные вещи, которые сейчас пишут об этом. И вот в этом плане Россия не сможет воевать. Для любой войны нужны деньги. Война требует больших затрат, не просто человеческих ресурсов, но и финансовых затрат. И по всей видимости, в ближайшее время, в ближайшие дни произойдет мобилизация
резервистов сперва, ну а после уже всех остальных, и будут все новые и новые силы бросать в Украину, против Украины, для того, чтобы попробовать сломить ход этих событий. Но вот сегодня буквально я у себя в сообществе запостил эту информацию. Опять же, Энтони Блинкен, госсекретарь США, это просто величайший человек. Это вот вы увидите, этот человек станет исторической личностью. Он уже ей стал, как и Зеленский, исторической личностью, которая просто рубит пополам эту Россию, да, на куски ее, на фарш просто. И он сегодня сообщил, что готовятся меры по эмбарго нефти из России. Просто задумайтесь. Это все, что есть у России. Половина бюджета нефть и газ составляет. С газом пока еще не говорят они так прямо, но с нефтью уже вопрос, можно сказать, фактически решен. И в конечном итоге России некуда будет девать эту нефть, и не будет, соответственно, доходов от нефти. И это конец России. Большой, большой, большой капец наступает России. Дейл Анхитамс. Давайте почитаю ваши комментарии, и потом еще вам я покажу некоторые видео, фото, некоторые вещи я вам зачитаю, что я пощу у себя в Фейсбуке. Так, видел сегодня видеоклип, где украинец говорил, что не видел в Украине наших добровольцев из Европы. Ну, если он не видел, это не значит, что там их нет. Я знаю, что с Германии уже, не буду говорить сколько, уехало чеченцев туда. Но воинов там хватает, солдат хватает. Нужны люди с опытом, ну и нам нужно вести информационное освещение этих событий, потому что это очень важно. Как только информационно начнем проигрывать, вот тогда Россия начнет выигрывать. Но мы не будем проигрывать, да, Алла. Так. New Horizon. Как быть с диванными воинами, живущими в России, но против России? От них тоже есть польза, хоть и маленькая. Диванные воины, живущие в России, но против России. Я думаю, New Horizons, этим людям нужно быть очень аккуратными. Потому что диванные войны, которые сейчас против России, Россия прекрасно понимает, КГБ прекрасно понимает, вы знаете, сейчас новые законы они вводят, что нужно обязательно говорить спецоперации, а не война, там, и так далее, и так далее. Но, не знаю, я не советую никому, ну, я, по крайней мере, чеченцам всегда говорю, ни в коем случае не говорите то, о чем вы думаете. Если вы что-то сегодня сказали, это не значит, что к вам сегодня же придут. Это значит, что вас возьмут просто на карандаш, и настанет время, что в один прекрасный день вы уедете куда-нибудь там на Соловки. Раньше, по крайней мере, туда увозили. Ну, вот такая вот ситуация. Что может произойти? То, что Путин не сможет захватить Украину, покорить ее, в этом я нисколько не сомневаюсь, но в итоге, когда будет много потерь, да, 10-11 тысяч уже уничтожено, еще больше ранено, и в это время еще больше будут потом жертвы с каждым днем увеличиваются, и потом в итоге Путин просто закроется. И все, кто высказывается против войны, там, в поддержку, они будут подвергнуты репрессиям. Я вот наблюдаю, как украинцы заставляют
пленных фашистов звонить мамам. Ну, вы, наверное, многие слышали, как эти мамы, папы разговаривают со своим сыном, ну, за исключением некоторых. Ну, абсолютно плевать. На самом деле в эти российские армии идет самый сброд, да, который не может в жизни никак устроиться. Вот они идут в армию для того, чтобы каким-то образом там, прокормить себя, там, свою семейку и так далее. По большей части это такие люмпены, алкаши, дети алкашей и так далее, и так далее. И вот мне кажется, это не совсем правильно то, что делают, то, что говорят. Вот, ну, это уже сделано, большому сожалению. Потому что когда вы им это говорите, и потом какая-нибудь мама выйдет и начнет говорить, ей скажут: ты делаешь то, что тебе говорят сделать украинцы. Не нужно это делать было. Не нужно было, чтобы они просили. Это нужно просто их показывать и говорить: я в плену, передаю привет своему министру обороны Шойгу и так далее, и так далее. Там, ну и как они ругают Путина, Шойгу, показать, что они плохо к нему относятся. Это нужно. А вот призывать не нужно. Потом еще один очень важный момент, который тоже важен. Видимо, украинцы считают, что если они с разной вот этой российской оппозицией будут общаться, да, там, с Фейгиным, там, с Ходорковским. Ходорковский вообще фашист. Гордон его пригласил, оба сидят, сопли жуют. Этот Ходорковский типа плачет. Ходорковский фашист. Есть видео, где он говорит: Кавказ это наша земля, мы ее завоевали, проливали кровь и так далее. И то же самое касается Украины. Просто сейчас он не у кормушки, и ему нужно понравиться украинцам и внедриться украинцам. Потом здесь у нас есть разные чеченоговорящие тоже агентура, блогеры. Они тоже начали сейчас, которые меня хаяли вот за эту вышиванку. Вы не представляете, сколько раз они там хейтили меня, там, смеялись, там, оскорбляли и так далее. И сейчас тоже начали, понравиться надо. Видимо, когда меня специальные службы России пытались вербануть, и чтобы меня внедрить в украинское сообщество, и я отказался, видимо, теперь сами решили, ну, уже свою агентуру решили туда запустить. Но с этим нужно быть повнимательнее. Я что хочу сказать. Если меня, конечно, услышат, те, кто должен услышать, но кто может на это повлиять. Вот когда первое, то, что вы говорите, чтобы они выходили на митинги и так далее, этим вы тем самым даете козырь тем, кто будет репрессировать тех, кто будет выходить на митинги. Вы даете им козырь сказать: вот смотрите, украинцы, вот эти нацисты, они же так вас представляют, как нас представляли там террористами, исламистами, вот вас выставляют сейчас нацистами. И вы делаете то, что вам сказали сделать нацисты. Значит, ты враг. И все, вот на этом основании они будут этих мам их затыкать. Это первое общение вот с этими квази, как бы, оппозиционерами, которые по большей части, ну там за некоторым исключением, в основном настоящие оппозиционеры, они давно выехали, и не настоящие тоже, кстати говоря, выехали, здесь тоже обустраиваются и на долгую собираются здесь остаться и влиять на наши умы. Они никакой погоды не делают, не нужно их приглашать. Первое, что я бы посоветовал, конечно же, нужно как можно больше уделять внимание национальным республикам. Даже не столько русским, сколько национальным республикам. Это татары, там тоже агентуры хватает, везде у всех, конечно, хватает агентуры. Но это должны говорить не военные, задержавшие, пленившие фашистов, оккупантов, а
активисты, журналисты, вот в этом плане люди, такие люди, украинцы должны говорить, выходите на митинг и так далее. Ну а если по большому счету, я считаю, что не выйдут русские на митинг. Все, мне кажется, была раньше какая-то возможность поднять волну такую. Она сейчас упущена. Она сейчас упущена. Путин, скорее всего, даже вплоть до применения ядерного оружия, атомного оружия, подрыва какой-нибудь атомной электростанции, если можно будет ему выйти сухим из воды, то есть свалить эту вину на кого-то другого, ну, на тех же чеченцев, да, на тех же там исламистов там и так далее. Вполне возможно. Самое невероятное, что возможно, вот этот сатанист, вот он 100% вот этот трюк выкинет для того, чтобы сохранить свою жизнь. Но вот если мы как-то сможем предотвратить этот момент, то в этом случае, если получится не дать ему повода взорвать атомную электростанцию или нанести какой-нибудь ограниченный ядерный удар, о котором говорил Джохар Дудаев, то в таком случае он просто закроет границы, да, мы сейчас говорим, у России все плохо, и все плохо, при всем при этом, ведь в России бомбы не летят, города русские не разрушаются, поэтому плохо все у Украины на сегодняшний день. В этом плане, да, в перспективе все плохо у России. И конец России, он неизбежен. Но сейчас у них и деньги есть, и цены на нефть есть, и эмбарго, которое на нефть пытаются ввести, оно не введено еще, они нефтью торгуют, газом торгуют. Да, кризис, там все такое, народ обнищает. Но народ будет есть друг друга, чем пойдет на свою власть. Тем более у Путина уже все так выстроено за эти 22 года, что фактически очень трудно будет его как-то повлиять на него, ну, остановить его. Единственный, есть один выход, который я вижу. Это Global Hawk, американский дрон, либо это Байрактар, турецкий. Вероятно, с упреждающим каким-нибудь мощным ударом для того, чтобы ликвидировать вот этого ублюдка. И я думаю, на этом все и закончилось бы, если бы ликвидировали вот этого. Это для спасения миллионов людей. Это может сделать только Украина на сегодняшний день. Да? Украина находится в состоянии войны. В принципе, это и Грузия, и Ичкерия должна делать. Мы находимся в состоянии войны. Другие страны применять не будут, так как если он выживет, он может как-то ответить. Потому что убийство первого лица – это казус белли. Польша, кстати, может сделать их первых лиц, 100 человек русские убили, да, выживших добивали на земле. Мы все это знаем, Мы все это знаем. Ну, вот такая ситуация. Запад, в принципе, Запада все устраивает. Запад видит, что Запад тоже несет потери, конечно, но экономика России в мировом валовом внутреннем продукте ВВП составляет сколько там, 2%, да, это так это получается вроде бы, или около 2%. И мир особо не заметит вот этой потери, но при всем при этом, конечно, несет и Запад убытки. Но если Украина не выстоит, этот вариант мы тоже должны рассчитывать, понимать, что это возможно, да, мы не можем сказать, мы не можем предсказать, что будет завтра. Мы можем только строить там какие-то свои теории со множеством неизвестных, поэтому в любой момент какой-нибудь там знаменатель может изменить всю ситуацию, весь расклад. Поэтому если же Украина не выстоит, ну, то следующее это и Молдова, и страны Балтии, и Польша, вплоть до Берлинской стены. Об этом они прямо говорят.
И ситуация будет не очень хорошая для Запада. И тогда Западу придется уже тогда свою армию мобилизовать и сражаться, и сражаться, и сражаться. Но это очень-очень малая вероятность того, что Украина не выстоит, потому что всему миру надо, чтобы Украина выстояла. И больше всего это нужно самой Украине, которая, как вы видите, показывает чудеса отваги, чудеса просто силы, стойкости, мужества. Я просто восхищен украинскими воинами, защитниками Украины. Ну вот, как-то так, посмотрим. Так, величие в русском народе пробуждает зависть. Зависть рождает злобу. Злоба плодит ложь, что является вдохновением для русского мира и в имперских войнах против соседей. Фриман антипатинизм. Оксигенго. Эта победа сделает нас народом-победителем, народом-героем, а не жертвой всего того ужаса, который мы пережили. Да. Так, я перемотаю, друзья. Украинцам еще повезло, что они не мусульмане. Русские вас тоже всякими шиизмами, ваххабизмами разделили бы. И Путин по всему миру кукарекал бы, что вы строите от моря до моря халифат. Да, Дуда, это они могут. Но это невозможно. Крыса глубоко в нору спрятаться. Ну, вылазить-то надо иногда из этой норы. Да и нору, если обнаружить, можно выкурить. Во главе Рашки за последнюю 1000 лет всегда стоял безумный маньяк, патологический убийца и садист. Генердук. Фриман, так, это не мне. Украина выстоит. Герман Круковский. Дай бог, дай бог. Есть какая-то глубинная связь между великой русской культурой и всей этой вереницей садистов, маньяков и убийц, неизменно оказывающихся во главе этой страны. Украина выиграет, должна. ФФГ. Да, я уверен, что она выиграет. На 99,99 я уверен, что она выиграет. Вообще, ну, мы понимаем, что все-таки все бывает в этой жизни. Хотя, ну, просто не может она проиграть. Но вот то, что Путин решился на этот шаг, вот это, ну что это? Он не сумасшедший, как говорят. Он и не один же он там. Они все там договариваются, все идут на это. Ассаламу алейкум, Массарга. Всем доброго вечера. Ва алейкум ассалам, Вилпес. Машуэль. Моль ударит по своим городам для вставай страна огромная, а сам где-то на Урале в бункер залез под пласты железной руды. Эх, заплатить бы крышку того бункера в монолит. Поколение чекистов-вертухаев, гопников, урок произвели, наконец, конденсат чистого зла. Каким мы видим сейчас этого человека и это общество, в котором он оказался невозможен. Говорят, бункер где-то в Сибири. Да мы не знаем где. Он, может, в Москве сидит. Это они, знаете, запускают такую утку. Это такое есть информационное прикрытие называется. Они начинают специально несколько сотни, они могут разных версий вводить, где, что, где угодно он может быть. Украине повезло, что у нее только 2 братских народа, говорит Вальдемар Штайнбрайер. Да. Кошмар России еще впереди, но ухо за Ичкерию. Да, не, Россию ничего хорошего не ждет. Ничего. Самое интересное, что вот сейчас, если будет мобилизация, и туда хлынет народ, который они будут мобилизовывать, я бы вообще посоветовал бы, в первую очередь, всем чеченцам призывного возраста на время уехать из Чечни. Куда-нибудь в Турцию, в Грузию, Азербайджан. Просто уехать и несколько месяцев пожить там. Россия развивается, серый лемех.
Да, я на это очень надеюсь. Ужас иракский еще впереди. Путин, Дарти, Лайнинг, Бастард. Да, салам всем. Салам. Салам. Вы забыли про пехотинца. Еще, знаете, есть вероятность, что вот сейчас Израилем начинается движуха, в арабском мире у Путина, у России, у Советского Союза много друзей было всегда. Они будут сейчас всячески нагнетать обстановку в мире, на Ближнем Востоке. Потом, может быть, Китай начнет где-нибудь в Тайване там что-то мутить. Ну, все что угодно выкинет. План Б у него есть. Блицкриг не удался. Отступать он не может. Ну, посмотрим. Посмотрим. Уже почти армии не осталось, говорит Сварог. И Украина еще только набирает силу. Так, пожалуйста, не пишите матюки здесь, хорошо? Я вас прошу. Просто нас смотрят и женщины, поэтому этого у нас это нельзя, даже если очень злой. Вы даже не представляете, как я хочу ругаться, и это нельзя делать, по крайней мере, на публику. Основная легкая прогулка возомнившим бич царем оказалась им катастрофой. Да, Алмула, Ури, очень-очень на это рассчитываю. Уже это катастрофа, конечно же. Тех потерь, которые они... Ну вот, в первую русско-чеченскую войну русские, колоссальные потери тогда понесли. Несколько десятков тысяч было убито. Смотрел буквально отрывок какой-то, не помню, с кем там говорил, Бабченко есть такой оккупант, который у нас в 2 войнах воевал против Грузии, потом воевал, потом стал резко другом Украины, потом почему-то уехал из Украины. Он говорит, что уже 11 тысяч убили украинцы, в Чечне за все это время там 3 с чем-то тысячи убили. И потом он добавляет, это по официальной версии. Аркаша, по официальной версии в Украине там 2 убито, 1,5 ранено, по российской официальной версии. Поэтому несколько десятков тысяч ваших головорезов было ликвидировано в нашей стране в первую русско-чеченскую войну. Несколько десятков. А так вся Россия, я вот всю свою сознательную жизнь жил в России, и ни одного старшего призывного возраста не видел молодого человека, который не воевал или не проходил службу в Чеченской Республике. Вся Россия там просто побывала в этой Чеченской Республике. Поэтому если смотреть на официальные версии, там 3000, что ли, фашисты говорят, у них там, мы наши их ликвидировали, то, конечно же, это, конечно, сказки. 3000, там 30 тысяч, может быть, спокойно ликвидировано. Но если не больше, я просто не знаю статистику в этом плане. А так, конечно же, Украина и больше, Украина и армии больше, и возможностей больше, да, и авиации, и дроны, и артиллерия, и танки, и все остальное. Ну и, конечно же, Украина дает жару, который просто привел в шок просто Россию. Просто в шок. Поэтому потери колоссальные, от которых они еще долго не смогут оправиться. Очень долго. В Чеченской Республике очень много похорон сейчас проходит. Уже поступает информация. Очень много убитых из Чеченской Республики. Сотни убитых. Уже передает, что много похорон организовывают в Чеченской Республике, хотя пытаются всячески скрыть. Посмотрим. Так. Хотел блицкриг, а получил фиг, говорит.
Ночь ауха за Ичкерию. Да. Аду, представь, украинцы заявляют, что они водрузят флаг над храмом в Вифлееме. Вот мир прифигел бы. Так, через Чирии Фриман антипутинизм. В ВСУ, подкрепленные территориальной обороной, сражаются храбро и умело. Президент держится в высшей степени достойно. Да, молодец Зеленский, молодцы украинцы. Молодцы просто. Молодцы. Я вами горжусь. Генердук. Через Чирии прошло за 1,5 года войны 600 тысяч холопов из Русни. Как-то Басаев говорил, что одновременно в Чечне их находилось 420 тысяч. 420 тысяч одновременно. На границе с Украиной было 170-175 тысяч их нагнано. И кто-то сказал, не помню, кто это был, но какие-то там службы американские, что ли, или международные какие-то, сказали, что 95% всех, кто был на границе с Украиной, уже загнали в Украину. То есть, ну, грубо говоря, 150 тысяч, если было 170, ну, возьмем 150 тысяч, если 95%, ну, тогда уже сколько получается, ну, 165 посчитаем тысяч, уже в Украине их. 11 уничтожено, ну еще, ну, 1 к 3, если считать, 30 тысяч ранено, грубо говоря, 40 тысяч выведено из строя. Техника уничтожается в огромном количестве тоже. Короче говоря, с металлоломом у Украины в ближайшее время проблем не будет, это точно. Ну вот в таком плане сейчас развивается, и сейчас они будут набирать больше и больше людей. Больше и больше. Поэтому еще раз советую свалить. Свалить куда-нибудь на время. Ассаламу алейкум и слава героям. Джавардуда. Ва алейкум ассалам. Слава Украине, слава Ичкерии, Шульдамак. Героям слава, Шульдамак. Машуаль. Жагар Дуда, как бы обратить внимание украинского общества на тот подкремлевский проброс Давида Арахамия? Жагар Дуда, мы обратили внимание, нас услышали, в этом я не сомневаюсь. Мне как раз вчера мой друг здесь писал, что один человек ведь был убит, но это не потому, что мы озвучили, нет, не поэтому. Но один человек, который был на переговорах в первый же день, два раунда уже было переговоров, на первых переговорах там был один чувак, который, как выяснилось, вероятно, был предателем, и при задержании он там выхватил оружие и сам получил пулю и был убит. И когда показывали кадры, ну вот мне писал мой друг, когда показывали кадры, фотографию этого человека на переговорах, его показали вместе с Давидом Арахамия. И это, может быть, был такой намек. Я не думаю, сейчас украинцы, которые сейчас сражаются, да, сейчас уже, когда начинается война, очень быстро выявляется, что на войне хорошо, да, при всех его минусах. Там четко есть позиции, кто свой, кто чужой. И они нацелены на победу, украинцы. И они сразу реагируют на такие вещи. Да? Нам даже говорить не надо таких вещей. Они сразу должны сами обращать внимание. А если мы это еще подскажем, где-то поможем, то сразу отреагируют. И вот этого ликвидированного человека, который оказался на переговорах с русскими, его фотографии показали с Давидом Арахамия. И это, мне кажется, уже ответ, что нас услышали. Так. Салам Машал, Массерги, добрый вечер всем. Фрай Роки, Дейлер, Салам Машал, Выль.
Фриман, Россия это нежить в нашем мире, такая же нежить, как и отвратительный гитлереныш, который ее сегодня возглавляет. Адуда улетук. Виданный момент в Чечении сконцентрировано более 100 тысяч русских оккупантов помимо дырковцев. Но это сейчас, да, 100 тысяч, они постоянно там дислоцируются. Аслан, распыленных в технике это каждый десятый к погибшим. Ну да, но 11 тысяч это просто колоссальная цифра на самом деле. 11 тысяч это же огромное количество людей. И русские после русско-чеченской войны таких потерь не несли. Путин вообще не нес. Во вторую русско-чеченскую войну мы фактически столько их не ликвидировали. Мы в первую с ними сразились, а после этого они просто сдалека нас обстреливали. Обстреливали, потом разные спецоперации, вербовка среди нас, предательство, покупка, запугивание. Ну там уже очень много. Но с нами они могли справиться в этом плане. Вербовка, там разные спецмероприятия. Против вас это 100%. И шло эти 8 лет, и до этих 8 лет, и будет продолжаться. Даже если вы победите, даже если вы проиграете, это все будет продолжаться. И во вторую войну мы столько их, ну может быть, за несколько лет мы их, или за год мы их столько уничтожили, сколько вы за 10 дней их уничтожили. Потому что сейчас они-то рассчитывали просто заехать, это как в первую войну было. Они так думали зайти, и, короче, вот блицкригом тоже хотели с нами в первый раз. И мы их тогда бум по башке дали. И вот сейчас происходит то же самое. Ну, посмотрим. Это очень много. Allah reis хуйлон асан джар дуда. Массарна хуйлон дейрейс джар. Амир Хази, я не понимаю, почему вы говорите, что это русские делают? Там ведь и татары, и чеченцы. Почему не используете слово россиянин? Разве это справедливо? Считаю, да, справедливо. Конечно, я не обвиняю всех русских, конечно же, и постоянно об этом подчеркиваю. Но при всем при этом, конечно, это русские. А кто они? Вы видели их флаг на рукаве? Вы видели, на каком языке они говорят? Кто у них президент? Какую страну они представляют? Вы паспорт их видели? Герб видели? Паспорт на этом паспорте? Там же не чеченский, не татарский герб, правильно? Это так, к слову, так, атрибутика. А так все время русские ведут войну. Чеченец там за них, или там украинец, или грузин, не имеет значения. Русский солдат, если вы помните, Шаманов, кого там он назвал русским офицером, и ему Аушев возразил, сказал, я российский офицер. Он сказал, мы типа все русские офицеры там и так далее. Это самые настоящие фашисты. И когда получают по морде, или когда их чем-то обвиняют, вот тогда очень удобно прикрыться. Мы россияне там, или мы там чеченцы, или мы там грузин был, Сталин грузин был. Да, Сталин был грузин. Да, он подонок и мерзавец. И он наши земли отдал Грузии, ингушские земли отдал Грузии. Заселял наши земли. Осетинам отдал и так далее. Или говорят, он осетин был там, грузинский осетин и так далее. Но он делал русскую страну, советскую страну, говорящую на русском языке. Ну, как таковой русской нации же нет, да, мы все знаем, что русской нации как таковой нет. Много разных национальностей, даже в том числе разной расовой принадлежности, да, от азиатов, заканчивая кавказоидами. И при всем при этом они являются строителями русской империи, русской страны, русской березы, русского солнца, русских гор и русских полей. Понимаете?
Поэтому и ни в коем случае, конечно же, я не обвиняю всех русских. У меня есть друзья русские, которые, в том числе, вот Курочкины вы можете обратить внимание, которые очень много говорят и делают для того, чтобы хоть как-нибудь помочь чеченцам. Вот так вот. Гейна, вчера мне прислали на WhatsApp аудиосообщение. Практически насильно в рекруты забрали сотни чеченцев. Это дети и внуки мне знакомых извинистанцев. Да, они сейчас будут забирать. В Дагестане забирают молодежь сейчас. Усиленно, активно забирают молодежь. Так, Фриман антипатетизм. Непоправимую ошибку сделал Буш-старший, не добив эту гадину, когда была реально возможность сделать это относительно безболезненно для мира. Так, друзья, я перемотаю. Теплый салам и шалом из Майами. Слава Украине! Ичкерия будет свободной. Мы переживем за вас всех, переживаем за всех вас всех там и поддерживаем сегодня чеченцев, украинцев и чеченцев. Шалом, Исаак, приветствую тебя. Фриман антипутинизм. В последней программе на Радио Свобода социолог Лев Гудков отметил, что в последнем опросе более 60% россиян поддержали войну с Украиной, хотя в вопросе была такая же опция, затрудняюсь ответить. Да, вот и объясняется это все. Я прекрасно помню по тому, когда захватывался Крым. Я тогда жил в Москве, и я отлично видел, общался с коллегами на работе, знакомыми, с друзьями, ну со всеми. Я всем задавал этот вопрос, и все как едины были в своем мнении, что они, этот Крым наш. Я говорю, вы вчера, я вот у вас 20 лет тебя знаю, я перестал с людьми общаться из-за этого, перестал дружить. Я говорю, я тебя 20 лет знаю, за 20 лет ты никогда мне не говорил, что ты без этого Крыма жить не можешь. Ты понимаешь, что происходит? Почему тебе должен был об этом сказать телевизор, чтобы ты начал сходить с ума из-за этого Крыма? За 20 лет никогда ты не поехал туда отдыхать. Ты ездил в Турцию, еще куда-то. А теперь ты без этого Крыма жить не можешь. Как такое возможно? У людей какое-то непонятное произошло в голове. Я не знаю. Так, never ever. В русском телевизоре Рамзан Буданович Путин напал на Украину, а не русские. Да, и все хотят это свернуть на чеченцев. Да. Фриман антипутинизм. Путин всех переиграл. Акции Сбера в Лондоне 1 цент. До войны 10 фунтов. Тиньков 0,8 миллиардов. До войны 6,4 миллиарда. Тиньков бедолага. Как началась русско-украинская война, я удалил почти все свои контакты из телефона и поссорился почти со всеми своими бывшими знакомыми. Война выделяет предателя, это точно. Да, это было, я это помню очень хорошо. Я уже переругался со всеми просто. Пытался доказать, вообще не слушают. Вообще ноль. Я не знаю, что с ними произошло. Я говорю, вы что, ребят? Я понимал потом, что они ко мне также относились. Вот эти 20 лет они мне улыбались, думали то же самое. Если они про своих братьев славян, так называемых, они так начали говорить. Представьте, что они говорят за моей спиной про меня. Так. Исаак, Александр, так. Бадук или так. Россия стала международным изгоем. Экономика полетела в тартарары. Российская армия позорно увязла в Украине, неся огромные потери. Да, абсолютно. Так, сегодня они поймали одного ингуша-танкиста. Видел ролик на канале «Мысли ислама». Сразу скажу, я не поклонник Тузика, сестр Абдурахманов, расхитительниц границ. Я люблю Башалдач. Людям Башалдача и Лилош и все.
Россияне везде вставляют этот Z и В, с ума сходят. Ну, все должны тогда нести ответственность. Но они сейчас понесут, они просто не понимают, что сейчас еще до конца происходит. Они привыкли за эти последние 22 года, у Путина все получается. Вот этих злых чеченов они задавили, всем миром задавили, все помогали, все советские республики, Запад помогал нас давить. Да? Устраивали геноцид, все делали. И потом, поставив на грань выживания, чеченцев оставили выбор или идти в эту армию, сейчас их гонят, да, в эту Украину. И они думали, что их туда, ну, их там одевают, обувают, обучают этому военному делу. И они думали, ну вот, типа они из-за того, что такие хорошие и так далее, их обучают там центр по подготовке там спецназов Чеченской Республики там и так далее, и так далее. Это не просто так делалось. И мы говорили, все эти годы говорили, вас будут использовать как мясо, вас будут использовать как мясо. Нет. Ну вот теперь происходит то, что происходит. И это не конец, это только начало. Это только начало. Везде говорят о чеченцах, которые пошли воевать против украинцев, и нигде не говорят о чеченцах, которые воевали на стороне Украины, начиная с 2014 года. Мало говорят. Но это наша вина, ребят. Посмотрите, сколько нас, тех, кто ведет эту пропаганду. Фактически нет. У нас есть несколько блогеров, и эти блогеры, которые работают против Кадырова. И все, и все понимают, что есть Кадыров, это такая какая-то фигура, дутая фигура, это мыльный пузырь. Кадыров из себя ноль, он ничего не представляет в этом смысле. Да? Он обычный какой-то губернатор. Да? У него меньше властных полномочий, намного меньше, чем у мэра Москвы Собянина. И никто на это как-то особо не обращает внимания. Наш враг Россия, наш враг ФСБ, враг и украинцев, и чеченцев, и все остальные, и всего цивилизованного мира. Но нам рассказывают, что вот Кадыров враг. Поэтому это наша вина. У нас была Амина и Иса Мунаев. Вот, и их убили, информационная ситуация в Украине закончилась. Все. Остальные молчали. Я пытался разговаривать, там, вытягивать, там, говорить об этом. В конце концов, внесли их даже в списки, в санкционные списки. Куда это годится? К чему это делается? Это наша вина. Да, нас мало, мы в тяжелом положении находимся. Моих родственников пытают, настраивают их против меня, чтобы они были информаторами, чтобы против меня, чтобы меня замочить, чтобы меня заткнуть. И с любым, кто этим будет заниматься, будут такие же проблемы. Это, к большому сожалению, это так. Ну а что делать? Молчать же мы не можем. Вот не будем молчать. Про нас не будут говорить. Вот здесь я в Германию приехал, здесь у нас есть Ост-Вест такой канал. Раньше он как-то по-другому назывался, сейчас он, по-моему, Ост-Вест называется. Ну просто абсолютно античеченский. Вот чеченофобский канал был. Они за уши вытягивали чеченскую тему, Кадыров, Мудыров, там был Кристиан Осхольд, журналюга какой-то, который в Чечню поехал, приехал, и там 2 строки из Лермонтова вычитал, и там такой специалист по чеченцам. И реально его слушали здесь, его начали слушать там и так далее. Мне пришлось, и не только я этим занимался, но я тоже вложил в это определенные усилия для того, чтобы человек пропал просто со всех радаров. Потом был Вачудин такой, тоже на этом Ост-Весте раскручивался. А этот Ост-Вест, он себя позиционировал, там, по-моему, ведущие, 1-2, может, евреи были, а в Германии быть евреем, ну, как бы ты более-менее защищен получаешься. И вот они там могли там какое-нибудь видео, где там араб какой-то
еврей там, нет, арабский парень там спровоцировал другого арабского парня под видом еврея. И этот арабский парень достал ремень и там ремнем его ударил. И вот этот кусок вырезается, не то, что он его провоцирует, чтобы спровоцировать. И ну, вот из этого вот такие темы делали, что вот нападение на евреев там. Два молодых пацана поругались, еврей, араб, чеченец, немец, какая разница, поругались они. Но из этого сделали такую тему, что вот араб напал на еврея, там туда. А на самом деле вот этот еврей, который, он араб, он под видом еврея. По-моему, так это было, если не ошибаюсь. И он его спровоцировал. Потом суд был там этому парню, по-моему, срок дали. Но он реально напал на него. За это, конечно, полагается наказание. Но из этого раздувалась такая тема. Потом был какой-то тут дагестанец, который родился где-то в Башкирии. Сам дагестанец парень родился в Уфе. И вот этот Ост-Вест канал писал, что это уроженец Чечни, ну, знают, что он дагестанец, и чтобы не сказать, что он дагестанец, пишет уроженец Чечни. А он уроженец Уфы, родился в Башкортостане. Какой-то террорист там или игилоид какой-то там, не знаю, кто он там был. И вот с этими вещами приходилось бороться. И это не закончится. Пока есть КГБ, Лубянка, ФСБ, это не закончится. И в этом плане будет вестись работа врагами. Врагами будет вестись. Так, друзья, давайте я ваши комментарии пока оставлю. Давайте я вам покажу немножко свой Facebook. Так, сейчас я его чуть-чуть увеличу, чтобы вам было лучше видно. Так, я вам сейчас покажу российских воинов. Но это нужно, наверное, уменьшить чуть-чуть, чтобы в кадр не помещается все. Вот они, задержанные русские воины. Вот, смотрите. Как вам такие парни? Так, посмотрим дальше что. Ну, это курс доллара и евро. Так, то Сотник сообщает, кремлевский телеграм-канал публикует список беглецов. Олег Перов, Мордашов, Дудь, Барселону сбежал Пивоваров, Дубай, Авен, Рим, Фридман, ну и все будут бежать. Эта новость тоже у меня есть на канале, что будет эмбарго вводится на российскую нефть. Так, мы видим очень убедительное сообщение о преднамеренных нападениях на мирных жителей, что является военным преступлением, сообщает нам Энтони Блинкен, госсекретарь США. Так, вот этот преступник, военный преступник, его зовут Маковецкий Олег Владимирович, запомните его. Это командующий Ленинградской армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, генерал-майор ВКС РФ Маковецкий Олег Владимирович. Это он отдает команды бомбить жилые кварталы Харькова. Вот посмотрите на эту рожу и запомните ее. Далее. Это погибшие украинские воины. Вечная память вам. Так, вот смотрите, следующая информация. 11 тысяч уничтожено. С 24 по сегодняшнее, по 7 марта. 24 февраля по 7 марта. 46 самолетов, 68 вертолетов, 290 танков, 999 бронированных машин, БТРов, 117 артиллерийских систем, 23 антилокационных противовоздушных систем, 50 град установок, 60 цистерн для бензина, для дизеля,
7 дронов, 3 катера корабля, 454 грузовика. Вы просто представьте, какие колоссальные потери. И вот смотрите, что тоже очень важно хотел показать. Пол Гоббл тоже сообщает, офицеры Талибана чувствуют поражение России на Украине, позволяет им успешно вмешиваться в Таджикистан. Это тоже будет для России очень печально, если сейчас талибы пойдут в тот же Таджикистан, когда Россия очень занята. Так, православным татарам тоже интересная тема. Нужна своя автокефальная церковь, говорит Сидоров. Так, Генеральный штаб ВСУ. Давайте посмотрим, что нам показывает Генеральный штаб ВСУ. Здесь звука нет. Но это то же самое, сколько уничтожено техники, да, это я уже вам все показал. Очень тоже интересный момент. Смотрите, сегодня в Берлине россияне вышли с новым флагом России, незапятнанным империей, войной и кровью. Бело-синий-белый. Россия будет свободной, слава Украине и живи Беларусь. Вот это очень интересный момент. Вот флаг с красной полоской, красная полоска с российского флага удалена. Это очень хорошо. Значит, русские начинают осознавать, что имперство, империализм, фашизм, который они навязывают, из-за которого страдают люди, они от него отказываются, открещиваются. Это очень хорошая новость. И этот флаг, он должен в этом направлении и развиваться. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, сообщается, Россия начала мобилизацию, но скрывает это. Разведка ВСУ. В связи со значительными потерями, понесенными оккупантами с начала войны с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация. Увеличено распространение пропагандистских материалов относительно зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма, сообщает Держспецсвязку. Вот вам здрасте, начали уже мобилизовывать. Так, это обращение Муслима Чуберлоевского. Так, посмотрим видео. Спит или так, как говорят украинцы. Так, сбитый летак. No-fly zone, бесполетную зону над Украиной. Вот убитые дети. Я вам тоже не буду показывать. Убитые, раненые дети. Сколько еще должно быть убито детей от вражеских пуль, чтобы вы наконец закрыли чертово небо. НАТО, закрой небо над нами. Так, давайте покажу разбитую артиллерию. Для обзора наших людей, чтобы понимали ситуацию. Это вот одна из колонн возле Николаева. Вот то, что осталось от наших братьев, які прийшли нас спасати. Ось, парні, тут колись, щоб під ногами нічого не рвануло. Вот пушечки, і пушечки, я вам скажу, націлені в сторону міста, не кудись. О, двигун, майже як новий. Будь ласка. Так б'є українська артилерія. А я попереджав. Расчет артиллерийский, вражеский. Так, это я вам читать не буду. Вот видео, где завозится техника. И дождь, и снег, мы за рулем. Обратите внимание, у них, видимо, заканчивается военная техника, и они уже гонят обычную технику, не военную, со своими знаками,
И вот не хватает у них, видимо, уже. Едем ли или дойдем, тайга кругом, и ни души, потише, брат, ты не спеши, и в дождь и снег, мы за рулем, доедем ли или дойдем. Не хватает техники, это хороший знак. А это фото тоже очень интересное. Это Чечения, убитые чеченцы, свалены в яму, общую яму. И здесь 22 год, русские оккупанты тоже потихонечку наполняют землю. Так, это Зеленский. Так, я вам что еще хотел показать. Это мое видео было, которое я в Гамбурге, это 2017 год, 5 лет назад. Ну, давайте посмотрим. Это мы перед консульством в Гамбурге 5 лет назад. Тоже очень хорошая новость, друзья. Группа хакеров анонимусов сообщает, что они атаковали сайт ФСБ России. Судя по всему, атака оказалась удачной. Сейчас сайт временно не работает. Банду ФСБ атаковали. Наконец-то начали атаковать кого нужно. Вот украинцы поймали русского выродка, летчика, который бомбил мирные города. Вот он, ублюдок. Это самые-самые мерзавцы, которые только есть. Так, это чеченский воин с американским переносным противотанковым комплексом. Пленный летчик. Давайте послушаем. Слышишь, Саша, такой вопрос еще, один вопрос. Нет, его никто не будет трогать. Саша, скажи, пожалуйста, а вот реально, представь себе, допустим, ситуацию, да, вот твои ребята, ты сегодня в Чернигов первый раз полетел, да? Да. А вчера куда летал? Вчера один вылет, не сам Чернигов. А по куда? Сейчас скажу. Южнее Чернигов, там дорога какая-то, что ли. Ну ты ж летчик, ты ж помнишь все свои точки. Куда? Не, по дороге говорили работать серией. Ага, отработал серией по дороге? Нет, в залпе. Ага, понял, хорошо. А смотри, кто из ваших вчера на Багунского, ну, у нас на город прилетел, бомбочки покидал? Позавчера вы меня оставить. Что, вчера? Да, кто? Вы, сука, у меня Югеров скоро нахуй. Я не знаю, нам, объясняю, нам ставят задачу, вот, за минут 10 там есть подготовиться, посмотреть район, куда летим. Вот, то есть именно кто туда летал, я не могу сказать, там постоянно что-то как-то меняется. Туда летите, потом отменили, сюда летите. И вот это все как бы... Чуешь, Саша, а скажи, пожалуйста, то есть вам действительно, вот по правде, вам доводит, что здесь мирника нету? Да. То есть ты летишь работать на город, ты же видишь, что это город, правда? Нам сказали, что отсюда всех вывели. И всех вывезли абсолютно, и город врет, абсолютно сидит пустой, нагло, пока ветер гоняет травинки по этому по асфальту, да? И Этот машины человек сами, бомбил, как Илона он Маска, сейчас да? задержан, арестован, уже дает показания. Человек бомбил Сирию. Ну, он молод, может быть, его кто из старших бомбил Чеченскую республику. Это зверье, самое настоящее, бессердечное, грязное зверье. Как Тесла, вернее, да, вот это? Ты понимаешь, что между нашими народами с тобой, я с тобой на русском языке разговариваю, да? Да. Вот, вражда на столетие теперь. Понимаешь это или нет? Скажи. Да, понимаю. Да им все равно, как из все этого равно, выходить? на сколько лет. Это у них нету никакой А почему ты прилетел тогда? дружбы. Почему ты деда убил? Зачем ты бомбу кинул? Военный человек. Мог промазать, сука. Мог промазать. Знаешь, приказы же тоже могут выполняться по-разному, правильно? Зашел на точку, встал на боевой, сработал, ну не туда, ну мало ли, кто что тебе скажет. Явно куда-то туда, где нет домов гражданских. Ты же видишь прекрасно, что это гражданские дома, правда? Да. Ну зачем ты работал по ней? Вот чисто по-человечески скажи мне. Вот представь себе, такие дети, как твои, как пацанов зовут, напомни твоих? Леонид Матвей. Матвей и Леонид. Вот такие пацаны, как твои, Матвей и Леонид.
Вот у меня в доме сидят, я там живу неподалеку, в подвале, понимаешь, они боятся, они плачут. У меня дочка в первый день войны, когда вы стрельнули, кричала, в машине сидела, когда я пытался ее вывозить. Понимаешь? А такой, как ты, пролетел, нажал на кнопочку, бомбочку бросил и улетел. Вот скажи, как мы можем к тебе относиться? А что с тобой будет, если вот так взять тебя, просто вывести в город, поставить и сказать местным, берите на куски. Причем будут разрывать медленно, аккуратно, до того момента, и стараться так, чтобы ты жил до последней секунды. Правда? Да. Ты ничего не... Смотри, давай так, я попробую... Я попробую... не хочешь ничего о семье своей передать? Уже. Ну, вот Смотри. такой вот ублюдок. Ладно, пойдем дальше. Вот это вы знаете, тоже фотография была. Вот сбитый вертолет. Вот. Это, как вы видите, Давид Рахамия пытается дать руку, не терпится ему дать руку убийцам и фашистам просто. Ну ладно, давайте вернемся к нашим вопросам, вашим вопросам. Так. Почитаем ваши комментарии. Адудортук всю жизнь мечтал сбить русские летаки. Стрелять было нечем. Зря тратили патроны, которые были дефицита. Нам-то их никто не давал. Даже не продавали за большие деньги. Да, в этом плане у нас, конечно, было все намного хуже, чем сейчас у Украины. Джо Байден, Путин, понятия не имеет, что его ждет. Дальше больше унизил крысу ниже плинтуса, отвечая на его понты о ядерном оружии и спокойно улыбаясь заявил, США не боятся ядерного оружия. Бедный Пыня, и тут облом. Да, он хотел взять на понт, но он не применит ядерное оружие. Он его применит только в том случае, если будет угроза, если будет стопроцентно возможность доказать, что он не причастен. Какие-нибудь исламские террористы, но это самая такая избитая, такая подготовленная тема, да, которая хорошо принимается этим миром. Ну, сейчас уже мир начал по-другому на это все смотреть, поэтому я думаю, не будет так. Посмотрим. Вот мрази, а что эти снаряды летят, детей им плевать. Да, конечно, плевать, Джохар. Смотрите, что они сделали в Сирии. Это просто невероятно, что они в Сирии сделали. Просто у меня вот в этом же Фейсбуке каждый вот эти убийства детей все постил. Это несколько месяцев, если не годов продолжалось. Каждый день что-то происходило. Ну, Путин может применить также какое-нибудь бактериологическое оружие, химическое оружие, новые вирусы запустить, которые сейчас, да, действуют. Кстати, о вирусе. Вот поэтому на этом, конечно же, так просто не остановится эта гнида. Но есть один выход. Это Байрактар или Global Hawk для Путина. Многие в России до сих пор не понимают, какая нищета ждет их впереди эконом-плане. Да? Да. Фрайрок, да. Только русские могут толкать заглохший автозак, которых везет в тюрьму. Ну и народец. Так, ничего, скоро за место Бриони и так далее, обуви, майбахов и афонов будут локтями щи хлебать и жрать кору дуба, и очень скоро. Да, абсолютно. Прошу украинцев прислать мне один БТР для весенней посевной. Ну, чино, там знаешь, сколько таких будет? Хочешь БТР, добывай. Уже, я смотрел, цепляют грузовики, Уралы, все растаскивают украинцы.
Приехали русские, привезли ее. Поддержка как раз к весне очень кстати сейчас будет. Пилот это та категория гнид, которых нужно было лишать жизни самым медленным мучительным способом. Конечно, если бы мы были бы такими же жестокими людьми, как эти орки. Если мы были бы такими же, да. И сами, да, если Путин призывает бороться с фашизмом, то весь цивилизованный мир обязан поймать плешивую моль и накормить его полонием. Генердук. Сегодня за $1 дают рашки 157 трухлявых рублей. Фриман антипутинизм. Полная деморализация российской армии. Захваченный, брошенный суперсовременный комплекс ЗРК ТОР-М1. Обычные аграрии тянут трактором с паханного поля. Да? Чечня, США. Ассаламу алейкум. Всем достоин. Слава Украине. Смерть врагам. Алейкум ассалам. Чечня, США. Так, слава украинской армии, народу и президенту. Все они уже вписали себя в историю отражения наглого, коварного врага. Этих мразей пилотов у нас даже женщины разорвали бы голыми руками. Джохар Дудаев. Но он же и говорит, сейчас я выведу тебя, людям отдам. На самом деле это самые большие гады. Хотя все они гады. Так, Аслан, бесполезно с этими нелюдями разговаривать. Надо отдать их родственникам погибших. Нет, есть закон. Закон, он стоит над всем. Аслан, бесполезно. Так, крысу надо было давно мочить, а не чемпионаты с олимпиадами с ней проводить. Фриман антипутинизм. Абсолютно согласен. Ну вот, теперь мир расплачивается за это. Так, 2 миллиона Алеппо был болотными дикарями превращен в сплошные руины, как и Грозный. Да, абсолютно так. И это ему сошло с рук. И вот он пошел дальше. И дальше еще пойдет, если его не остановят. Но на этот раз нашла коса на камень, как говорится. Так. Дэвис вернуть Дудаевскую Ичкерию. А вы заметите, что Россия всегда обвиняет других именно в том, что она всегда сама же сделала, делает или собирается сделать. Абсолютно верно, Джохар. Я это давно заметил. И всегда смотрю, если они террористы, они обзывают террористами. Если они врут, они обзывают, что другие врут. Если они уважают только силу, они говорят, что они уважают только силу. И вот так во всем. Они нацисты, сейчас украинцев обзывают нацистами. Ну и так далее. Абсолютно с тобой согласен. Это они проецируют, как Путин сказал, да, этот ублюдок. Кто как называется, обзывается, тот так и называется. Грей, стоимость русского танка $4 миллиона. И только в Украине его цена 4 гривны за кило. Спасибо тем, кто разворовывал армию параши, говорит Клево. А сегодня швец говорил, что по каким-то данным у России даже не взлетят эти ядерные ракеты. Но швец тоже много чего говорит, на самом деле. Швец говорил, что и не нападут тоже. А так, конечно же, все ядерные ракеты, которые известны Западу, а я думаю, они известны всем, ну, в первую очередь НАТО, они под контролем. Как только их будет приказ запустить, по этому же месту сразу же будет нанесен удар. Подводная эта лодка будет, из шахты где-то вылетит, там, с корабля, с самолета. Моментально будет удар. Да, конечно же, это нанесет удар. Если это попадет в какой-нибудь миллионный город, там, да, будут колоссальные, миллионные потери человеческих будет жизни. И это место навсегда станет, ну, на много лет станет непригодным для проживания людей. Но это автоматически
там мы живем в правовых государствах. Здесь закон есть закон. У них по закону, по их доктрине, военной доктрине, если им прилетает ракета, они обязаны запустить, не разговаривая. Командир уже там автоматически принимает решение сразу. Нам запульнули, огонь там. Ну, конечно, атомную ракету, наверное, президент или министр обороны решает, куда запускать. Но в любом случае автоматически нужно ответить. Автоматически. Поэтому ядерные ракеты это понты. Вот у нас ядерные ракеты и так далее. Не будет он так стрелять. Но вот то, что вот сейчас Запорожскую атомную электростанцию и Чернобыльскую атомную электростанцию захватили, это уже наводит на размышления. Вот, для чего они так стремились захватить. Например, Запорожскую, мне вот писали, там ингуши были. Да? Вот я видео видел в ТикТоке, ингуш там показывает, что они вот захватили, там она войдет там в летопись России там и так далее. То же самое про Чернобыльское, там тоже, ну, говорят чеченцы, кадыровцы, ну неважно, кто бы там не был, но можно разыграть какой-нибудь спектакль, что вот захватили какие-нибудь там исламисты-каратисты, и эти каратисты требуют, только почему Украины требуют, как говорит Арахамия, захватили-то, тогда надо в России захватывать, если требует независимость для Чеченской Республики. Так что вот так вот. Основной звук слабый, это была звук усилить. Ну, максимально у меня звук. Максимально. Да. Так. Фраероки. Немцы после Второй мировой войны стеснялись петь на немецком песни, а русских это не касается после всех их злодеяний. Да. Так, друзья, наш стрим заканчивается. Я думаю, на этом мы завершим наш стрим. Буду выкладывать видео, записывать видео. Я хочу еще обратиться и к россиянам, и еще к чеченцам, потому что будет мобилизация. И думаю, нас ждут интересные времена. Берегите себя. Дай Бог, чтобы Украина выстояла. Молитесь за Украину на всех языках. На все религии сейчас молятся. И евреи, и мусульмане, и христиане. И все на этой земле люди молятся и сражаются, и помогают. Сегодня представители нашей правозащитной организации снова навещали украинцев. Там пытаемся всячески, много сейчас в Гамбурге украинцев, беженцев. Помогаем. Был митинг, большой митинг был. Некоторые говорят 15 тысяч, некоторые говорят 100 тысяч было. Закрыть небо над Украиной. Просили. Я из-за коронавируса, пока на карантине, не смог попасть туда. Но наши представители нашей правозащитной группы были. Все отлично. Занимайтесь тоже, помогайте. Все помните, чеченцы, когда мы сюда приехали, как было тяжело, особенно когда язык не знаешь. Поэтому лагеря для беженцев, там везде, куда можете приходить, и оказывайте всяческую помощь украинцам, которую вы можете оказать. На этом я тогда наш стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Ну, все будет Ичкерия. Слава Украине. Давайте на связи, друзья. Пишите комментарии, распространяйте наши видео. Все отлично. Держитесь.